Достойные не только потому, что учатся на отлично и могут в любое время рассказать о законах физики, но и потому, что принимают активное участие в жизни общественной. В этом году на получение президентской стипендии всего подали заявки по республике более 200 студентов. Рабочая комиссия выбрала из них самых лучших – 69. Все они разные, с разными целями и стремлениями, но в одном они едины – хотят внести вклад в развитие страны. У меня была цель получить президентскую стипендию, но это как минимум. Планов много. Я хочу быть полезным и обществу, и стране. Направление у меня кыргызский язык и литература. Я думаю, что каждый из нас должен стараться, ставить цели и добиваться лучшего. Мне повезло. Принял участие в организации игр кочевников. Помогал. Это был большой опыт. Надо всегда расти. Когда я маленькая была, да, мама рассказывала, всегда играла в бухгалтера. Банк устраивала, деньги из листочков, там из бумажек всяких, и играла ими, но цель у меня, наверное, стать министром финансов. Это вот прям главная цель, и я стремлюсь к ней по чуть-чуть. Моей мечтой является открыть свой ресторан, то есть и внести вклад в развитие общественного питания в нашей республике. Хочу, чтобы он был доступен, то есть не только для такой очень респектабельной, то есть чтобы могли туда попасть люди со средним заработком, то есть такой достаточно современный, при этом доступный, с национальной, соответственно, кухней и с европейской. Учусь на программиста, надеюсь быть полезной стране. Когда говорят студенты-отличники, все представляют и днем, и ночью сидящих за книгой студентов. Я не скажу, что сутками читаю. Думаю, что несколько часов в библиотеке будет достаточно. Я хожу туда после учебы. Это полезно. Я искренне благодарю вас за ваш труд, за ваше старание, за вашу отличную учебу, которую вы показали, продемонстрировали. Как ранее сказал, за этим стоит бессонные ночи перед экзаменами и ежедневный труд. И в нашей стране очень нужны высококвалифицированные кадры, высокообразованные кадры. Мы в этом нуждаемся, особенно владеющие новыми технологиями. Как вы знаете, многие специальности уже уходят в историю, в прошлое. Появляются новые специальности. Поэтому будущее нашей страны, будущих новых кадрах. И мы надеемся, и мы верим, что вы достойно продолжите путь, о котором вы мечтаете, и внесете свой вклад в развитие нашей экономики. В своей поздравительной речи глава государства отметил, что без образования нет речи и о каком-либо развитии. Мир не стоит на месте, развивается. На смену старому приходит новое. И Кыргызстан, отметил президент, должен не только реагировать, но и внедрять нововведения, чтобы выйти на передовые рубежи развития мирового сообщества. Приоритетными целями Джейнбеков обозначил цифровую экономику, цифровую медицину, цифровое образование, подчеркнув, что для перехода к цифровизации важна роль образованной, обладающей профессией молодежи. Только образованное общество может построить развитое государство. Сегодня лицо экономики изменилось. Становится все больше сфер, связанных с интеллектуальным трудом. Когда вы закончите учебу и вступите на рынок труда, в мире появятся новые сферы, новые технологии, профессии. Среди них есть профессии, основанные на биотехнологии, нанотехнологии, композитных материалах, новой медицине, экологии. Изменится характер сегодняшнего информационного общества. Успехи в вашей жизни будут связаны с вашими способностями освоить эти изменения. Пусть все ваши желания и цели реализуются. Желаю вам стать достойными личностями, приносящими пользу народу и государству. После поздравительной приступили к церемонии награждения. Каждый получил грамоту и стипендию в размере 50 тысяч сомов. А закончилось мероприятие традиционно – совместным фотографированием. Ильнура Бекбасарова, Александр Симонов, НТС.